Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что на дороге, что при пороге. Смотреть будем на ближайшие 5-7 дней. И если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ну, а я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Ой, как хорошо. Ой, как красиво. Слушайте, у кого-то наполнится карман. Прям на дороге у вас, смотрите, тугой кошелек с деньгами. Тугой. И вы прям, смотрите, ножкой правой на него наступаете. Ну, за правое дело деньги получите, да, либо за честную работу. Как вложились, да, по справедливости, как вложились, либо насколько вложились, столько и получите. Но кошелек, смотрите, тугой. Прям под ногой у вас стоит тугой мешок с деньгами, да, вернее, кошелек с деньгами. Хорошо. Ну, кому-то мешок, наверное, не зря я оговорилась. Кому-то и мешок денег перепадет. Ну что, хорошему человеку, да и денег побольше. Видите, как? Все по справедливости. Все по справедливости. Также, мои хорошие, кто сталкивался с какой-то нечестной конкуренцией, с какой-то, знаете, как закулисной борьбой с вами. Вот вы чувствовали, да, что вот конкуренты в спину дышат, или толкают, да, подножки вам ставят. Видите, вы-то правой ногой наступили, да, вот ваше от вас не уйдет. Ну, а конкурентам вашим, этим всем завистникам, злопыхателям очень круто обломится. Ну, так им и надо. Дальше, мои милые, здесь у вас путь. Мостик-то прогнулся, да, не выгнулся, а прогнулся. Скорее всего, какая-то дорога, важная для вас дорога, встреча, что-то запланированное, долгожданное, либо перенесется, либо отменится. Это неплохо. Не спешите падать в обморок, не спешите слезы лить. Это неплохо. Наоборот, это к лучшему. Здесь как вмешательство высших сил я вижу. Эта дорога для вас, она выглядит дорогой разочарований. И чтобы вы не разочаровались, да, вам просто немножечко отменяют, либо переносят на другую дату. Когда ситуация будет готовая, да, созревшая, тогда у вас все очень удачненько случится, да, и вы свое дельце сделаете, да, либо свою задачу выполните. Поэтому то, что отменится, оно к лучшему. Не переживайте, а мысленно поблагодарите высшие силы и ждите своего часа. Займитесь чем-то более важным. Так, вышел напыщенный мужчина. Такой, знаете, гонористый, характерный, противный такой мужчина, скандалист. Знаете, вот идет мне информация, что он скандалист. Павлин вообще выходит, да, с павлиньими перьями выходит человек. У этого человека к вам дело, либо просьба. Вы ему нужны, понимаете? И человек будет себя вести аки-лапочка. Будет перед вами стелиться, расстеляться, там, хвост этот свой павлиний расставлять, завлекать, привлекать. Девчонки, кто имеет такого ухажера, имейте в виду, ему вас очень-очень желается. И поэтому человек будет способен, ну, не знаю, звезду с неба достать, да, либо наобещает вам целое море там бриллиантов, алмазов. Имейте это в виду. Вот хочется и ничего с собой поделать не может. Готов на любые клятвы и обещания, но, скорее всего, он их не выполнит. Если это касается вашей работы, если это касается каких-то важных для вас дел, человек хвастливый, человек такого прям высоченного мнения о себе будет давать вам пустые обещания. Вот тот, кто много красиво говорит, скорее всего, ничего и не выполнит. Здесь вам как рекомендация иметь запасной вариант и не доверять людям на слово. Берите расписки, берите какие-то обязательства, не знаю, там залог возьмите, да? Не поленитесь, поверьте. Это будет мотивация для этого человека выполнить свою работу, да? Либо он понесет потом как штрафные санкции. Так, еще по левой стороне.
какая-то может быть неприятность с транспортными средствами. Ваша личная, либо транспортные средства, которыми вы передвигаетесь. Могут быть поломки, задержки, знаете, как сломался в пути, там прохудилось колесо, да, какие-то такие проблемки могут быть. Неожиданно, неприятно, но от этого никто не застрахован. Если у вас какие-то важные встречи, важные свидания, да, договоренности, выезжайте заранее. Выезжайте. По возможности проверяйте свое транспортное средство на поломки. Имейте в голове хотя бы один запасной вариант на всякий случай, да, как мне добраться, если вдруг что-то не так пойдет. Прям момент это четко показан. Тут у меня мужчина с масштабными планами. Мужчина, куда-то хотел бы он вас отвезти, чем-то удивить, чем-то порадовать, ну, либо выполнить свои обязательства перед вами. К сожалению, на мужчину навалится очень много работы, большая ответственность, гиперзагрузка у него тут получается по отсыпке. Мужчине будет очень тяжело. Девчонки, видите, мужчина в запаре, ну, сами предложите, да, перенести на другой раз, либо в другом месте там встретиться, там, на закупки вы можете сами сходить. Но мужчина на истощение идет, понимаете? Ему бы поспать, ему бы плотно покушать, да, ему бы просто посидеть, отдохнуть. Слишком много работает, и голова у него прям кипит, очень много задач в голове. Жалейте своих мужчин. Проявите милосердие, проявите заботу. Смотрите, и ему будет приятно, и польза, конечно, пойдет, но и вам, любимому мужчине, показать, что вы о нем заботитесь тоже. Видите, как к лицу это все вам пойдет. Так, мостик и маленькая-маленькая дверь. Здесь явно идет договоренность с каким-то человеком, и этот человечек перед вами, перед вашим лицом открывает маленькую дверь. Но за этой маленькой дверью кроются какие-то невероятные возможности. Вы потом глазам своим не поверите, да, и сложно будет это все принять. Вы скажете, да как же так, да, как же так? Никто бы не подумал, да, если бы кто-то даже сказал, я бы не поверила, что такое скромное предложение, да, либо такой скромный человек, ну, обычный человек, заурядный человек, имеет такие вот возможности и готов с этими возможностями поделиться, да, либо меня, да, подпустить, вернее, к этим возможностям. А знаете, вы как-то быстро договоритесь с этим человеком, да, и не исключено, что этот человек прям сам и предложит, да, скажет, давай-ка я тебе сделаю то и это, либо для тебя сделаю то и это. Хочешь, я там с тем договорюсь, либо я сейчас поговорю, да, вот, я тебе помогу. Как-то быстренько он ваш вопрос решит, либо в какие-то короткие сроки добьется для вас того, чего вы сами для себя не могли очень долго добиться. Так, здесь у меня белка хвост поджала. Работы в ближайшие 5-7 дней будет как-то маловато у вас. Кто-то прям даже заскучает, так и скажет, ой, что такое, что происходит, почему мне так скучно, где вот этот аврал, где вот эти гонки на перегонки со временем. Ну вот немножко будут такие деньки вялотекущие, да, когда вы вот сидите на часы, смотрите и думаете, о, скорее тикайте часы, давайте, я уже устала, ничего не делаю, да, скорее бы этот рабочий день закончился, да, либо скорее бы там вечер пришел. Ну, такие моменты у вас будут. Вы знаете, с одной стороны, это, конечно, напрягает, когда свободное время, нечем себя занять. Но с другой стороны, это время помедитировать, отдохнуть, подумать о вечном, о будущем. Возможно, уделить себе время, либо своему релаксу. Ближайшие 3-5 дней для вас идут очень спокойные, очень уравновешенные и необремененные. А вот по окончании 5-дневного срока у вас тут резкий скачок вверх, да, то есть как лавина из работы и обязанностей, каких-то важных дел прям на вас обрушится. Так что с умом используйте это время, отдохните, продохните, выдохните и готовьтесь к бою. Да, потому что дел будет очень много. И вот знаете, как все надо в один момент, всем все срочно, и вы как немножко на разрыв даже себя будете чувствовать. Смотрите, 3-5 дней вы отдыхаете, а потом надеваете на себя доспехи и вперед. Так, уши пошли. Кто-то за вами
наблюдает и кто-то подслушивает. Либо у кого-то отыграется, что будут давать вам наводки, да, то есть человек будет пытаться выуживать какую-то информацию из вас, либо вас провоцировать на высказывание своего собственного мнения. Мне этот человек не симпатичен, я считаю, что это человек какой-то засланный, либо человек в своих интересах каких-то действует, нехороших интересах. Хочется вас компрометировать, либо какие-то вот скандальные факты от вас услышать. Будьте поаккуратнее. Человек будет лезть в душу. Человек даже для того, чтобы вас, скажем так, немножко расслабить, что-то о себе может рассказать. Типа из серии, да, баш на баш. Я тебе о себе рассказала. А теперь ты расскажи мне о себе какие-то вот пикантные подробности, да, либо свое мнение выскажи. Слушайте, молчите и не идите на такие задушевные разговоры. Здесь прям по этому уху не стоит этого делать, потому что ухо такое, знаете, лисья вышло, лисья. С какой-то хитростью выуживать информацию человек будет, либо пытаться, да, спровоцировать на какой-то разговор. Так, а по поводу новостей. Новости. Но здесь долгожданные новости идут. То, чего вы долго ждали, какая-то вот долгожданная информация, принесет вам, кстати, большую радость. А потом идут как сплетни какие-то, сплетни о тех, кого вы знаете. Либо даже вот у кого-то отыграется, чтобы до вас дойдут сплетни о ваших близких, да, о вашей семье дойдут сплетни. Немножко как негативчик, да, пойдет. Либо злость, да, почему люди обо мне, либо о моей семье говорят такие вещи, кто дал им право. Вот, знаете, прям аж руки зачешутся пойти и языки прям накрутить, да, тем, кто распространяет такие лживые новости о вас и о вашей семье. Вы будете искать виновников, и я вам так скажу, это кто-то из ваших родственников распространяет о вас и о вашей семье вот такую ложную, грязную информацию. Не вижу, чтобы вы прям поймали, призвали к ответу обидчика, но тем не менее, вот такая подсказочка, да, кто-то из родственников, кто действительно владеет информацией, кто знает о вас и кто имеет к вам претензии. Так, по соседству вас кто-то будет выручать, чем-то помогать, что-то для вас хорошее делать. Возможно, с этими соседями вы конфликтовали в прошлом, либо у вас, скажем так, отношения не настолько добрые и приятные, да. Может быть, как видитесь, там, здороваетесь, там, может, вообще не здороваетесь. И для вас будет очень неожиданно приятно, что ваш сосед, ваша соседка, либо там, семейная пара соседей что-то для вас хорошее, теплое, доброе сделают. Здесь именно какой-то идет поступок, добрый поступок в вашу сторону, либо в сторону вашей семьи. Окажется, что очень милые, добрые, порядочные люди, да? Не злопамятные, не какие-то там отщепенцы. Нет, очень адекватные, очень добрые, очень позитивные. Здесь идет как начало даже взаимоотношений, добрых соседских взаимоотношений между людьми. Так, животные. У кого есть дома животные, обращайте внимание на своих животных, особенно на прогулке. Здесь животное может пораниться, не дай бог, либо что-то не то съесть. Вот прям я вижу, женщина на руках держит животное, очень переживает. Я так понимаю, какое-то лечение будет проходить животное. Вот, как, знаете, тревога. Животные, они же как дети, да? Мы к ним относимся как к детям. Вот, неприятный какой-то вечер идет. Будьте повнимательнее. Здесь вот именно указано на прогулку, вот на улице что-то может случиться. Да, либо неприятность придет после прогулки с животным на улице. Так. Кому-то идет повышение вашего статуса. Скорее всего, на работе. Скорее всего, но это что-то связано не конкретно вот с повышением по должности, а с повышением зарплаты, с повышением, может быть, как, знаете, там категории всякие, там мастер такого-то разряда, мастер там высшего разряда, да, вот как приплюсовывают к вам что-то, да, то есть, может быть, вы получите статус заслуженного сотрудника, что-то идет, вот плюсовочка такая у вас. Знаете, это очень приятно будет, это справедливо, приятно и долгожданно.
И ваше начальство, да, вот ваши там самые высокие, как-то скромненько все это сделают, либо в какой-то очень скромной форме для вас сообщат, что вот вам присвоен такой-то статус, да, либо такое-то звание вам присвоено. А вот коллеги ваши коллеги, тут, смотрите, такой сабантуйчик будут организовывать для вас. Либо вам скажут: так, все, давай, проставляйся, вернее, за свое повышение, за то, что тебе там звездочки накинули. Какая-то душевная компания образовалась, люди посидят, поговорят. Знаете, люди такие вот прям все добрые, открытые, друг друга любят, уважают, никакого злого умысла нету. Вот прям почувствуйте себя на работе среди этих людей, как дома, да, как в семье почувствуете, какая-то душевность прям между людьми идет. Так, здесь мужчине идет дальняя дорога, именно мужчине. Возможно, вы, мужчина, смотрите мое видео, либо вы женщина, у кого мужчина будет уезжать в дальнюю дорогу. Это либо командировка, либо какая-то вынужденная поездка на дальнее расстояние, мне показано. Мужчина даже рад этой поездке, доволен, а вот женщина будет очень переживать. Если вы, мужчина, смотрите мое видео, поговорите со своей женщиной, будь то жена, будь то мама, будь то ваша дочь, например, да, потому что у женщины прям переживания, слезы, почему-то прям аж такой страх даже за мужчину идет. Вот, если вы, женщина, смотрите мое видео, ваш мужчина будет уезжать, знаете, что он какой едет, так и приедет. Для него эта дорога легкая выходит. Да, она дальняя, но она идет ему легкая, понимаете? Не надо тревожиться, не надо переживать. Так, у кого-то грандиозные планы по поводу природы, либо каких-то действий на природе. Может быть, вы собрались выехать на дачу, может быть, вы на отдых куда-то собрались, там, где природа очень красивая. Будьте поаккуратнее, не знаю, погода мне почему-то идет, погода. Может испортиться погода, либо, знаете, как вы там настроились весь участок свой дачный перепахать вдоль и поперек, да, там что-то подрезать, подсадить, насадить. Да, вы приедете и может пойти дождь. Да, все ваши планы вот тартарары полетят. Сверяйтесь, пожалуйста, с прогнозом погоды и понимайте, что все бывает, да, у природы нет плохой погоды. И, пожалуйста, придумайте себе вот как несколько вариантов. Да? Если будет плохая погода, я буду делать это. Если будет хорошая погода, да, то я буду делать это. Вот, чтобы не было потом обидно, что вы уехали, время потратили, весь день в доме просидели, никакую работу не сделали. Так, еще. Кто-то у меня чем-то занимается. Вот вы что-то делаете руками. То ли шьете, то ли вышиваете, то ли вяжете. Что-то руками вы делаете, вы доделаете эту работу. Причем быстрее, чем вы рассчитывали. И знаете, так классно у вас получится. Просто шедевр. У вас идет шедевр. Очень многие люди будут восхищаться. Ну, кому вы будете показывать, вот люди прям будут восхищаться, наслаждаться тем, что они видят. И очень-очень много похвалы. Кстати, кто-то получит приглашение, предложение по поводу продажи, либо на выполнение работы под заказ. Да, причем вам очень щедро будут платить за это. Не стесняйтесь, заказы берите, потому что вы действительно мастерица от Бога. Ручки у вас золотые. Так, здесь какая-то у меня переписочка идет, перепалочка, я бы даже сказала. Я так понимаю, будете выяснять отношения через телефонную связь, либо через интернет. Либо смс-ками будете перекидываться, либо сообщениями, да. Опять же, разговор, возможно, даже разговор вот такой на повышенных тонах. Какой-то человек вас выведет из себя своими какими-то каверзными вопросами, либо придирками, да, очень похоже, кстати, на ревность. Ревность может быть. Смотрите, не разругайтесь. Да, человек ревнует, да, человек провоцирует, но у человека есть причина. Знаете, либо вас кто-то оговорил, либо вы сами себя немножечко оговорили тем, что выставили какие-то провокационные фотографии, либо не впопад что-то сказали, да, и человека это насторожило. Ну, например, да, вы общаетесь с мужчиной по интернету,
И тут же вы ему рассказываете, что вот я там с Васей, Колей, Машей, Дашей куда-то вот собираюсь идти. И понятно, что ему странно и подозрительно, куда это вы с мужиками ходите. Вот. И он начинает ревновать, начинает там расспрашивать, выпрашивать и прочее, прочее. Девчонки, контролируйте себя. И видите, мужичок ревнует. Ну, не надо распаляться. Ну, поговорите, объясните, что там Вася это муж Даши, там Паша это муж Лены. Да, вот что все там парами идут, а вы как бы за компанию. Да, чтобы он не ревновал. Либо, например, мужчина может ревновать к семье, к родственникам, может ревновать, не знаю, что они ваши, например, родственники. Вы там фоточку выставили с красивыми мужчинами. Вы-то знаете, что они вам там братья, либо двоюродные братья. Мужчина-то не знает, да, объясняйте, чтобы не было скандальчика между вами. Так, здесь, кстати, от мужчины от какого-то цветы вам идут. Цветы. Но цветы, смотрите, либо букет, либо в горшке цветы идут. Подарит вам этот мужчина в знак признательности, в знак благодарности. Это не любовная тематика, а выразит мужчина так свои эмоции в вашу сторону. Так, здесь очень тощий волк у вас бегает, очень тощий. Но это соперник, соперница, либо враг, кто потерял силу. Знаете, как только тень от этого волка осталась, как говорят, это кожа до кости, да? Зубы уже все выпали, и сам весь такой вот горбатый, доходяжка такая. Смотрите, если вы давно не видели того, кто вам неприятен, да, с кем вы вражду ведете, то идет встреча. Либо случайно вы увидите где-то, да, будете проезжать, например, мимо на транспорте, смотрите, ага, это он, либо она. Очень удивитесь, как плохо выглядит человек, очень удивитесь. Плюс у кого-то отыграется, что вам сообщат, что человек, например, в тяжелом состоянии, да, там, заболел, на больничку попал, да. Вот, будет для вас удивительно. Вы скажете, да как же так, да, человек такой прям сильный был, активный, там, задорный, а тут на тебе на больничку ушел, либо как он плохо выглядит, либо она плохо выглядит. Но прям будет чему удивиться. Здесь именно удивление идет. Здесь нет злорадства, здесь нет как радости от того, что вы видите. Наоборот, вам как-то прям не по себе будет. Как человек резко так поменялся и так плохо выглядит. Так, еще. Здесь мужчина отвернулся от женщины, либо, знаете, как в процессе вот он отворачивается. Он, знаете, как будто бы в плену, вот сознание в плену, но не у человека, а, как бы это сказать, у какого-то удовольствия. Ну вот мне приходит в голову, что человек там, например, пить начнет, да, уйдет в запой. Либо человек там пристрастится к играм, да, будет сидеть там сутками напролет, играть в компьютерные игры, либо какие-то другие игры. А женщина прям слезы льет, тут все всяко разно думает, что там другая женщина, забыл, разлюбил. Что вы только не думаете, мои хорошие. Разгадка очень простая. Это человек, ну, он зависимый либо от алкоголя, либо от каких-то других не менее неприятных увлечений. Поэтому не разлюбил, нет, не забыл. Но, понимаете, вот эти пристрастия, они иногда просто затуманивают голову. Здесь нужно выводить из этих состояний. Ну, если запил, то понятно, да, там капельницы, всякие там центры наркологические. Если что другое, ну, лучше проконсультируйтесь с психологами. Я не психолог, я вам в этом не советчик. Он отвернулся, потому что он ушел, видите, за темным ангелом, не за человеком, за вот этой своей привычкой, либо своим этим увлечением не очень хорошим. Так, еще под конец загаданного срока, ну это где-то 6-7 день, очень приятное событие идет, ну просто невероятно приятное. Событие связано с большой радостью и с еще большим удовольствием. Опять же, вы все разные, да, у каждого
своя радость и свое удовольствие. Но для вас вот этот день, вот он прям как начнется, как праздник, и также он и закончится, вот именно праздником, праздник. Одно какое-то сплошное удовольствие, одно веселье, одно наслаждение. Вы не в одиночестве всем этим наслаждаетесь, радуетесь, вы в компании либо человека близкого, вот и по духу, и по чувствам, либо, возможно, это ваш ребенок, да, ребенок, либо, наоборот, родитель. Вот, как мне кажется, вдвоем, ну, максимум втроем, да, вот идет очень праздничный день, очень такое настроение приподнятое, не день, а подарок судьбы. Вот такой день у вас идет. По полной его проживите. Постарайтесь прям запомнить, ведь эти эмоции вы будете в себе нести еще несколько дней после завершения этого всего праздника. Так, и еще маленький парус и чайка над парусом. Но у кого-то отыграется покупка билетов. Покупка билетов, причем, я не знаю, цена какая-то очень хорошая, либо рейс очень хороший, да. Ну, можно же по-разному поехать, да, можно поехать, там, например, с пересадками, да, а у вас прямой будет, да еще и задешево. Может быть, вы заранее там бронируете отдых, где-то будете покупать. Знаете, прям с правой стороны очень выгодно, очень быстро, и будет чем гордиться, будет чем похвастаться. Прям приобретете вы, либо кто-то из ваших близких. Но это явно будет связано с поездкой, с билетами, ну, опять же, с отдыхом связано. Очень приятно. Так, по поводу вашего здоровья. В принципе, я ничего критического не вижу, такого прям плохого, неприятного. Ноги, вижу, будут у кого-то болеть. Знаете, как конечности могут, да, не только ноги, но и руки могут там болеть, крутить. Но это, мне кажется, на погоду у вас будет, погода будет меняться, либо атмосферное давление будет меняться, и вот такие ощущения вы можете ощущать. Кто подвержен мигреням, то же самое, возможно, мигрени, но не так, как обычно, более как-то слабенько выражено, но тем не менее, приятного мало. Вы принимаете меры, опять же, проверяйте это атмосферное давление. Ну, кто медиазависимый, конечно, я думаю, что вас учить не надо, вы и сами знаете, что делать. Вот. А те, у кого будут, ну, боли, да, в суставах, в конечностях, запасайтесь кремом, запасайтесь препаратами, которые блокируют болевые ощущения. Либо запишитесь к специалисту и пройдите полноценный осмотр, получите хорошую рекомендацию, как справляться с теми или иными состояниями. Так, еще кто-то у меня всю неделю будет просыпать. Вот прямо вроде и вовремя ложитесь, вроде достаточно долго спите, а утром просыпаете, просыпать будете. Утро у вас это самое жаркое время в течение дня. Да, будете бегать туда-сюда, туда-сюда. Я вам дам такой совет. Вот как я вижу на песке, так я и говорю. Старайтесь все готовить с вечера. Да? Вот вы приготовили все, что вам надо. Приготовили вот сумочку, кошелек, там, что, документы, очки. Все, что вам надо для того, чтобы полноценно начать свой новый день, да, вы все с вечера приготовили, одежду приготовили, там, обувь приготовили, там, проездной билет, либо там, положили ключи от машины на видное место. Делайте так, и вам будет гораздо проще. Вы не высыпаетесь, ну, по объективным причинам, по объективным. Может быть, вы до этого очень много пахали, работали, и просто организму требуется больше времени на сон. Либо у вас глубокий сон приходит позже, чем обычно. Это нормально, ничего плохого с вами нет, но вижу, что будете прям бегать, не успевать. А если вы заранее приготовились, сумку схватил, одежду одел и побежал на работу, да, никаких проблем не будет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.